4 дня вдали от городской суеты, без связи, электричества и других благ цивилизации. Журналистский десант, посвященный Дню реки Амги, стартует в поселке Верхняя Амга, недалеко от Тамота. Принято считать, что именно здесь берет свое начало чистейшая река Якутии Амга. Однако на самом деле ее истоки находятся еще 300 километрами выше, в горах. Недолгие сборы, знакомство с маршрутом и небольшой экскурс по местам, которые нам еще предстоит посетить. Река, она, в общем-то, мало загрязненная Амга на сегодняшний день. Источников фактически у нас промышленного освоения здесь нет в Верховье. Есть одна артель старателей, континент, но она далеко в горной местности, поэтому никаких загрязнений с ее стороны нет. Общая протяженность реки 1650 километров. 500 из них пролегает на алданской территории. Далее идут Амкинский, Чурапчинский, Татинский и Усть-Майский улусы. Наш сплав должен завершиться в селе Амга Амгинского района. 3 лодки, 9 пассажиров. У руля представители дирекции биологических ресурсов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Наша съемочная бригада на лодке самого опытного проводника, руководителя организации Якова Сивцева. За его плечами почти все реки Якутии и не один десяток дней, проведенных на дикой природе. Говорит, в самом начале сплава могут быть сложности, но это нормально. Но это определенные трудности, которые всегда бывают в пути. Первый день они всегда есть. И команда еще начинает перетираться друг к другу, потому что люди все обычно на сплав собираются. Редко, когда бывает то, что сплоченная команда. В верховьях реки множество перекатов, мелководных участков. Скорость лодок низкая. Время от времени приходится останавливаться. К вечеру настигает непогода. Разбиваем лагерь у первого рыбацкого дома. Из запланированных 90 километров проезжаем всего чуть больше 30. Однако на следующий день начинаем догонять намеченный план. Наш путь пролегает через ресурсный резерват местного значения Кырбыкан. Он находится в северной части Алданского района и граничит с Алекминским и Хангаласским улусами. Перед нами открываются невероятной красоты горные просторы, бесконечное море зеленой тайги и чистая, как зеркало, водная гладь. В лесах особо охраняемой природной территории водятся лоси, изюбры, дикие северные олени. В притоках Амги, Улу и Сылгылыр нерестилища ценных видов рыб – тайменя, ленков и хариуса. Я думаю, так, смотрю. Не откладывая в долгий ящик, а в нашем случае в ведро, выловленную рыбу солят. Ну, на то, чтобы засолилась, ну, можно сразу, но мы не смели сразу ее кушать. Это вечером уже будет готово. Продолжаем путь по резервату Кырбыкан. Погода, в отличие от предыдущего дня, солнечная. Река становится более полноводной, и мы с легкостью преодолеваем очередные перекаты. Над головой кружит белохвостый орлан. Недалеко от него суетится стая чаек. Тишину дикой природы нарушает лишь рев мотора. Ближе к вечеру достигаем одной из 19 легендарных писаниц Амги местности Сылгылыр. Именно на этом месте десятки тысяч лет тому назад проходили или даже жили древние люди. Об этом свидетельствуют эти наскальные рисунки, которые находятся прямо надо мной. А для того, чтобы их было лучше видно, нужно сделать всего одно такое небольшое действие. Эти рисунки выдержали миллионы таких же дождей. От воды они только лучше видны, говорит наш проводник. И таких петроглифов только на этой горе целых 90. Главный хранитель исторической ценности Виктор Иванов живет на противоположном берегу. Увидев нашу лодку, выходит навстречу и зовет на чай с авенкийским гостеприимством. Приехал домой тоже совсем недавно. Привез из Тамота жену и внука. В семье радостное событие – новоселье. Это сруб целый сплавили сюда? Да, сплавил, да, я купил ее в поселке. Второй год. До конца. А на чем сплавляли? А по воде? Нет, на моторке? Ну, на буксире, на моторке, да. Виктор Павлович живет здесь круглый год. Ловит рыбу, охотится. Уезжать не хочет. Здесь он почти с рождения. Еще младенцем его привезли в родовую общину родители. Я родился-то в Ляге. Это отсюда очень далеко Ляги. За Мундручами 100 километров еще. Когда там закрывали, и нема бегикка қалбыттары. Бегик день билят. Ну, колыбелька маленькая. На оленях. В сентябре 24-го родился.
И мы вот прошли 300 километров на оленях сюда. В советское время Виктор Павлович был кадровым охотником. Жил неплохо, государство обеспечивало даже колбасой и салом, дефицитными на тот момент продуктами. Сейчас тоже не жалуются, но охотится теперь больше для себя. Тяга к природе передалась и сыну Ивановых Павлу. Он охотовед. Родители с гордостью показывают фотографию. Совсем недавно он завалил крупного медведя, который повадился разгребать могилы на кладбище. Медведи большие, крупные, сильные. Сын сам аж напугался. Говорит, стрельнул, не убил с одного раза, потом он, говорит, на дыбу встал. А это, говорит, похоронили недавно, только не клетка это, а городка того. В станах стыдишь, успел потом между глаз папа. Улаханбая. Ну, я-то знаю, это нехорошо больше. Медведей стало много, говорит наш собеседник. Бегут от пожара в других областях, выходят к людям, а любопытные путники только и рады подкормить зверя. Однако такая забава может выйти боком для всех. Сам же старый охотник на медведя больше не ходит. Хозяин тайги все-таки. Соседствуем теперь мирно, смеется Виктор Павлович. Родовых общин и венков по обеим берегам реки немало. Каждая семья, как природоохранная инспекция, следят за выловом рыб и охотой на своей территории. Третий день. Граница Амгинского и Алданского районов. Подходим к резервату республиканского значения Амма. Уже на своей территории нас встречают госинспекторы Амгинского комитета охраны природы. Пока ждали, успели наловить рыбы. Щуки здесь водятся больше метра в длину. Граница проходит по речке Мандручу. Вот. Ловим линков, щук, окуней. Сейчас со вчерашнего дня вода начала падать, поэтому рыбалка отменная. В кордоне госинспекторов похозяйничал медведь, разорвал обшивку двери, раскидал утеплитель. Не понравился ему и баннер на другой стороне реки. Следы есть, но самого хозяина тайги не видно. Ниже по течению остановка у еще одной писаницы. Множество рун, изображений людей и зверей. Это как бы олень. Спереди идет вожак. Там сзади видно местные жители данного района. Местность называется Ортойрах. Это получается с Амги где-то 300 километров. Именно на этом месте наша техника дает сбой. Камера отказывается работать. Заснять всю красоту долины с вершины горы так и не получается. И только позже мы узнаем, что причиной неполадок могли стать потусторонние силы. Старожилы рассказывают, что эти места для проведения своих обрядов в древние времена облюбовали шаманы. С амгинской стороны якутские, а с алданской – эвенкийские. Мерились могуществом и силами. На противоположном берегу аппаратура вновь приходит в норму. Быстрым течением с горы стремится вниз речка Уккан. На дне еще одна скала с творчеством древнего человека. 3000 лет назад на этом же месте стоял человек, а может даже несколько, и наносил на скалы самодельными красками рисунки. Возможно, это были знаки для дальнейших путников, а возможно, это сообщение для нас, для потомков, чтобы через тысячелетия мы посмотрели на них и вспомнили, откуда начиналась история. Наскальные рисунки рассказывают о жизни и быте предков, о том, что видели люди вокруг себя. На фоне привычных оленей и лосей выделяются довольно странные фигуры, больше похожие на динозавров. В то время фауна совсем была иная, чем сейчас. Допустим, там, по-видимому, изображено какое-то лосоногое животное с черепом динозавра, какой-то крокодил, совсем другие доисторические животные. На самом ли деле водились в этих местах рептилии, остается только догадываться. А сегодня по лесам ходят и зюбры, лоси и олени. С каждым годом все больше становится волков и медведей. Чтобы сохранить популяцию редких парнокопытных, инспекторы ведут постоянный контроль за их передвижением. Защищают их и от людей. К счастью, браконьеров в этих краях немного. Как такового браконьерства здесь нету. Если кто-то и попадается, то на мелочах. В основном это связано с оформлением документов. Народ более-менее стал дисциплинирован, не как раньше.
Чуть ниже по реке мы на территории Амгена-Нахаринского наслега, одного из самых древних и загадочных в Амгинском улусе. Его история уходит вглубь на несколько веков. Здесь находится родина многих эвенков и якутов Хангаласского района. Самые древние три рода – джаранки, тотарбот и караканы. Олег Алексеев, представитель караканов, живет в Якутске, но в сезон охоты приезжает на земли своих предков. Отсутствие электричества не смущает. Даже если бы и было, то времени на просмотр телевизора все равно нет, говорит охотник. С утра в лес и до позднего вечера охота. В свободное время прогулка по берегу реки, не без цели. На скальных выступах, которые тянутся вдоль берега, то и дело проскакивают красные человечки. Есть и формы, которые сразу не истолкуешь. День завершаю в местности Ляги. В середине прошлого века это была процветающая деревня. Своя школа, детский сад, хозяйство. Жизнь била ключом. Но в 60-х жителей расселили в совхозы, поселок закрыли. Теперь здесь живет семья, метеорологи да несколько табунщиков. Евгений Романов – один из них. Переехал в Ляги в 2000-м. С тех пор заброшенная деревня стала родным домом. Раз или два в год он выезжает в Амгу на неделю к семье. Дольше не могу, признается Евгений. Привык к уединенному образу жизни. Не пугают даже медведи и волки, которые в последнее время стали чаще наведываться в деревню. У метеостанции начальника Костину около метр меха отомор твора сарапайда уттир. Маран курёк кадем нин гранже варда. Маран корбу битим эха гирен кинтен кролик тага гирен жибит. Оно экстан кадара булуҗан оно кетәтү бит. Кетән оно күнүс гирен калла. Она меня утану до бипиза. Да. Четвертый день проходит на Амгинских столбах и на таинственной горе Энте. Это место окутано множеством тайн и легенд. По одной из них в начале 20 века здесь жил старик по имени Энте. Во время революции, в период раскулачивания, он собрал все свое добро, богатство, золото и спрятал в одной из этих пещер. По сей день клад никто не нашел. И до сих пор временами сюда приезжают искатели приключений, чтобы попытать свое счастье. Побродив по скалам, заглянув в пару пещер и не найдя старинного клада, возвращаемся к лодкам. Держим путь к финишной прямой нашего сплава. До Амги порядка 150 километров. Чем дальше мы продвигаемся, тем гуще и зеленее становится лес. Проезжаем мимо сел Анёс, Балугур, Покровка, Чакыр и, наконец, достигаем пункта назначения. Впереди цель всей поездки – первое празднование Дня реки Амги. Наблюдаем народную инициативу, которая уже входит в жизнь и получила поддержку жителей Амгинского улуса, Амгинского региона, бассейна. Это учреждение Дня реки Амги. Амга имеет не только народно-хозяйственное значение, Амга имеет очень большое социальное значение для жизни якутян. И главная цель нашего десанта – это все-таки изменение, принесение норм культуры среди нашего населения. Потому что изменение менталитета. Мы должны бережно относиться к своей родной природе. Иначе кто будет относиться к ней так же бережно, как относимся мы. Амга, как красивая девушка, нежна и неспешна. Но в то же время она может показать свой крутой нрав. Сегодня полноводная, завтра непроходима для лодок. А может, напротив, выйти из берегов, демонстрируя всю свою устрашающую мощь людям. Но люди ее любят, несмотря на капризы. Любя называют «ты сама красавица Амга».